Pochwalony Jezus Chrystus. Wigilia сегодняшней ночи – это радостное чувание для ушанування Пана. Пасхальна вігілія з'являється найважнішою і найбільш значною з усіх урочистостей у Костьолі, які ушановує сьогодні у Воскресіння Христа, перемогу над гріхом і смертю. Пасхальна вігілія складається з 4 частин – літургія святла, літургія слова, літургія хресту і евхаристична літургія. Літургія святла починається благословенням огню, а якого буде запалений новий пасхаль, символ Христа, який про своє воскресіння освятляє тіло гріху. Після Божої радості пасхальний гімн обвістить усьому світу, що Христос оправдує воскрес. У літургії слова ми почуємо про великі справи, які Бог учинив у історії вибраного народу. Передусім, визволення з єгипетської неволі, яке стало предвещенням найважнішого визволення чоловіка, здійсненого через муку, смерть і воскресіння Христа. Ми стали удільниками цієї таємниці, дякуючи Святому Христу. Тому у третій частині літургії обновим наше обіцяння Христу, дякуючи Богу за отримання сакрамент збавлення. Обмінною рисою сьогоднішньої літургії буде Святий Хрест, який отримає Алена Мічельова. Яна, після періоду підрихтовки, пожадала прийняти самого Бога. А тепер запрошую всіх на вулицю, де ми розпочнемо нашу літургію. А что я сказала брать? Нет, сейчас. Ну, мне кажется,
Свято Христова. Свято Христово. Дякуєм Пану Богу. Свічки хто має? Хто? На хрест? То ще свічку. Свято Христово. Дякуєм Пану Богу. Уздравствуйте, що порядного в небе. Уздравствуйтеся, Божия слуги. Нехай славы обращают славление. Благодари свями, как володарна, вера Бога. Веселися и земля, опромінена с неслым бляском. Бога святил тебе кровь предвечного володара. Целый свет нехай чує, что визволился от тебе. Уздравуйся, костюре наша мати, оздобленный зянем из Христа святла, и нехай гушным спевом наполнится гэтая святыня. А вас прошу, браты наилейшие, что закопляетесь ясностью святого полдня, как разом со мною призывали милостного, всемогутного Бога.
Хай же той, хто без своих заслугах учинил меня своим слугою, наполнить меня святлом, как смог я снести хвалу к этой сердце. А с вами угору сердце, подякуем Пану Богу нашему. Соправды годно и справедливо, усім серцем, розумом и побожным спева, прославлення вашого Бога, Отца Всемогутного, и Сына Его Единородного, Иисуса Христа. И Он справедливому Отцу заплатил за долг Адама, и своей кровью снищил зависть стародавней вины. Это и гостья пасхальная святы, а час яких забивают собранное ягнятка, и его кровью освящается домы верника. У якую ты вывел с Египту наших праотцов, сынов Израилевых, и пасух их дней, перед днем расширенное море. Это тая ложь, якая светлом огненного слуга, грехов рассеяла землю. А сегодня этая ложь усіх веруючих у Христа на всей землі визволяє давніх промінов із мроку греху, вертає ласку і злучає у супожна святих. У якую Христос, разорвавши путы смерти, переможцам выходит с подземных нетрав. Нічого ми не отримали з дару життя, коли не прийшло збавлення. О, якая ж дивосная для нас твоя ласка! О, якая неумовная любовь! Об откупить слуга ты отдал сына. О, соправды обовязковым был грех Адама, моя возгладила смерть Христа. О, щасливая вина, якую знищив, так і великий откупитель. О, соправди благословенный
благословленная дочь, бо только и она благодна ведать час и годину, уявил Христос повстал з мертвых. Такая ночь, об якой написано, и ночь як день буде ясна, а так само ночь моя светло и моя роскоша. Святость этой ночи прогоняет зло, змывает провины, и мягкая ласку павших, а заслуженным рада знищает ненависть, ягнає в згоді, і старається дня влади. У эту ночь повную ласки прими, святый Отче, вечеровую окляру прославления, якую Тобі складає святий костол, уроженства керуючих, руками своих слугов эту свечку, плод процепчами нагорою. Мы уже верим значение этого Господа святожа, як и нам шанование Бога запалывая яркий пламя. Хоть Он отдает час своего святла, однако же остается неизменным и ничего не губляет. Божий целостом, як и дала працовитая пчела, как утворить эту коштовную погодню. О, соправды благословленная ночь, у якую случается земное с небесным, а справы воския с людскими. Тому просим Тебя, Пане, как светом, что нахвала имя Твоего оклярованы, неоставно полны рассеивающий темру этой ночи. Тобой век приемный Бог, някой случится со светлом небесным, някой заем полнеешь до свитания, а бурни взвихся полное солнца. Иисус Христос, твой Сын с мертвых повсталый, який освятил родовский своею ясностью, и с тобой живее и владеть на веки вечные. Амен, амен, амен. Podczas tej uroczystej paschalnej Wigilii święte Eucharystie celebrujące w następnych dniach. Ja молюсь podczas этой Eucharystii za Алену, się nie принесе там просто. Брат Андрей молится за всю нашу парафию, за всех, кто с нами триває. Брат Олег молиться за всіх лекарів, які в цей час допомагають кожному.
Дорогі брати і сестри, урочисто розпочавши пасхальну вігілію, со спокійним серцем послухаємо Слово Боже. Розважає минулі часи, Бог збавив народ свій і нарешті послав нам свого Сина як Откупителя. Молимся, как Бог завершил пасхальную справу избавления и привел нас до полного откупления. Можно сесть и погасить свечи. Читання книги Буття. На початку створив Бог небо и землю, и сказал Бог: «Учиним человека по подобию нашего образу и нашему подобенству. Нехай панує над рыбами морскими, над птаством небесным, над живелами, над усей землей и над усіляким ползуном, что ползает по земле. И створив Бог человека по подобию своего образу, по подобию Божьего образу створив его. Створил мужчину и женщину. И благословил их Бог, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и володайте ею, пануйте над рыбами морскими, над птаством небесным, и над всеми живыми истотами, які рухаються по земле. И сказал Бог: вот я даю вам усілякую траву, что рассеивает насіння по всей земле, и усілякое древо, плод якого рассеивает насіння, как яны были вам спожиты. А усім живым истотам на земле, и усілякому небесному птаству, и всему, что ползает по земле, и мають в дихання життя, я даю на спожиток усілякую зеленину. І так сталося. І убачив Бог, що усе, що Він створив, і було йому вельми добре. Гэта Слово Божие. Нехай сидє Дух Твой, і землю обновить. Нехай сидє Дух Твой, і землю обновить. Благослови душа моя Бога, Пане Боже мой, Ты вельми великий. Ты обранулся в величие красу, Ты охинулся святом и сошатай. Нехай сидє Дух Твой, и землю обновить. Ты умацал землю на ее основах, небо приснится я на ніколи. Бездань як вопроткой покрыл я е, понад горами возникли воды. Нехай сидє Дух Твой, и землю обновить. Ты крыльцы посылаешь у долины, помеж гор текут яны. Над ними живут птушки небесные, и сярод листья спевают. Нехай сидє Дух Твой, и землю обновить. С вышини Твоей Ты поешь горы, пленом справа и земля насыщается. Ты чинишь, что расте трава для живёвы, и раскиды на корыч человеку, как он забывал хлеб земли. Нехай сидє Дух Твой, и землю обновить.
Незлічоныя, Пане, Твоje справы, усё Ты мудро створил. Земля наполнилась Твоими створениями, благослови душа моя Пана. Я сидя Богом, и Молимся. О всемогутный, вечный Боже, дивозный Ты во всех Твоих справах, учеников откупленный Тобой народ зразумел, накольки цудовней была справа створення на початку, і ще цудовніший справа откуплення в повні часу. Коли як пасхальне і огньове вахвірували за нас Єсус Христос, як і живей владарить на віки вечные. Читання книги Зиходу. У тыя дні сказав пан Моїсію: чому ти ускликаєш до мене? Скажи синам Ізраїля, нехай виходять. А ти подими кій свой і протягни руку свою до моря, і поділи його. І пойдуть сини Ізраїля серед моря по суші. Я ж зроблю жорстким серце єгиптян, как пошли они вслед за ними. И покажу славу мою на фараоне и всем войску его, на колесницах и вешниках его. И доведаются египтяне, что я, Пан, коли покажу славу мою на фараоне и всем войску его, на колесницах и вешниках его. И зрушився гнов Божий, який йшов перед войском Израиля, и пошел ззаду їх, а разом з ним і слуг облачних пересунувся спереду назад. Став поміж войском єгипетським і войском ізраїльським. І була хмара темная для одних и осветляла ночь другим, так что не могли всю ночь провести один до одного. И коли Моисей протягнул руку до моря, Пан гнал море моцним усходнім ветром усю ночь и перетворил у сушу, и разлилась вода. И пошли сыны Израиля през середину моря по суше. Вода была для их стеною с правого и с левого боку. И погнались египтяне, и вошли за ними в середину моря вся конница фараона, колесницы и вешники его. И вось на свидании Пан поглядел на войско египтян со слепа огненного и облачного и привел у замешания войска ихнее. И подвернул колы колесницу, что им тяжко было рухаться. И казали египтяне: утекаем от Израиля, бо Пан воюет за их супротив египтян. И сказал Пан Моисею: протягни руку свою до моря, как повернулись воды до египтян на колесницы и вешников их. И коли Моисей протягнул руку до моря, на самом свидании оно вернулось на свое место. И бегла вода на сустрач египтянам, які утекали, и потопил их Пан серед хвали. И вернулась вода, и накрыла колесницы и вешников усяку войсках фараона, якое увайшло за ними в море, и не засталося ніводного з їх. А сини Ізраїля пройшли по суші серед моря, і вода стояла коло їх стіною з левого і з правого боку. І в той день визволив Пан Ізраїля з рук єгипетських, і убачили ізраїльтяне мертвих єгиптян на березі моря. Убачили моцну руку, якую Пан узняв супроти єгиптян.
Спалохаўся народ Пана, і поверил Пан и Моисею, слузе Ягоному. Тогда Моисей и сыны Израиля заспевали песню Пана. Спяваю Пану, бо ён узвысіўся. Спяваю Пану, бо ён узвысіўся. Спяваю Пану, бо ён узвысіўся. Коня і вершника яго скинуў у море. Пан моя сила и моя песня, и он стал моим избавлением. И он мой Бог, я его прославляю, и он Бог Отца моего, возвеличу его. Святую Он могутный в борьбе, его имя усе могутны. Колесницы фараона и его войска, и он кинул у мора. Лепшие моря Ягоны потонули у червоных море. Спяваю Богу, бо ён узвысіўся. Бездань их проглынула, ямы сошли у глубине. Правица твоя, Пане, прославлена моцаю, правица твоя, Пане, перемогла ворога. Спяваю Богу, бо ён узвысіўся. Ты вывел народ свой и посадил его на горы святшины моей, на месте якое учинил своим жильем, Пане. У святыни Пана, якую усвяли твои руки, Пан владар на веки и на завсёды. Спяваю Пану, бо ён узвысіўся. Молимся. Боже, и в наши часы зяют давние Твои цуды, Бое храней Твоей мocою вызволил Ты один народ от переследу фараона. В этом теперь просводы просто, ведешься народы до избавленного народа, праз Христа Пана нашего. Читання книги пророка Езекіїля. «І скривано було слово Боже до мене. Сыне человече, дом Израиля жил на земле своей, и зганил ее поводинами и учинками своими. И я спаслал на их гнев мой за то, что проливали кровь и знеславляли ее идолами своими, и раскидал их сирот народов, и они рассеялись один. Я судил их по ходу ихних походов и пришли они к народам, до яких пошли. И ганьбили имя мое, бо казали про них, что это народ Пана, что из земли его не вышли. И пошкодовали святое имя свое,
якої знеславив дом Ізраїля серед народу, до яких прийшов. Тому скажи дому Ізраїля, що так говорить пан Бог. Не деля вас я зроблю это, а деля моего святого ім'я, якое зганьбили ви серед народу, до яких прийшли. І освячу велике ім'я моє, і знеславлене серед народу, у яких ви зганьбили його. І доведуться народи, що я пан, каже пан Бог. Коли моя святость проявится у вас перед очима їхніми, и я возьму вас народом, и сберу всю землю, и приведу вас у землю вашу, и окроплю вас водою чистою, и будете очищені от усього бруду вашого, и от усіх ідолів ваших очищу вас. И дам вам серце нове, и дух новий унутро ваше, и заберу серце каменное с тела вашего, и дам вам серце с плоти, и дух мой вдохну внутро ваше, и зроблю так, что вы будете ходить у законе моей, заховывать постановы мои и выполнять их, и будете жить на земле, какую я дал отцам вашим, и будете народом моим, и я буду вашим Богом. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Чистое сердце сотворил во мне Боже. Чистое сердце сотворил во мне Боже. Чистое сердце створил во мне Боже. И отдалил во мне трепавый дух, не откинь меня от своего обличия, и не позбавь меня духа Твоего святого. Чистое сердце сотворил во мне Боже. Верни мне радость избавления Твоего, и умацуй меня духом прихильным, научи меня правых шляхам Твоим, и безбожники до Тебя вернутся. Чистое сердце сотворил во мне Боже. Бо Ты не прагнешь охвяры, усе спалення хоть бы дал я Тебе не сподобается. Охвяра для Бога дух покорный, сердцем зломанным и покорным Ты, Боже, не погорчаешь. Чистое сердце сотворил во мне Боже. Молимся. Боже, наставлениями Старого и Нового Завету Ты рихтуешь нас до пасхальной таємниці. Дай же нам зразуметь Твою милосердность, как привание даров, якими Ты теперь нас наделяешь, умазывала в нас надею на дары вечные, раз Христа Пана нашего.
Молимся. Боже, Ты осветляешь эту наисвятейшую ночь славой из мертвых повстания Пана. Оживи в Твоим костеле Дух Божий, сыновства, как обновленные телом и душой мы отданы Тебе служили. Распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобой живей владарь в едности Духа Святого, Бог празднуй все веки вечные. Читание послания святого апостола Павла к Римлянам. Браты, ти ж не ведаете, что все мы, окрещенные у Иисуса Христа, до смерти родно окрестились. Дык вось, мы похованы с Ним хрещением у смерть, как Христос воскрес мертвых для славы Отца, так и нам ходить в обновленном житті. Бо коли бы поєднали з Ним подобенством смерти Єроди, то повинны быть поєднаны и подобенством воскресения, ведаючи, что был мир человеку проживанный с Ним для того, как было знищено грешное тело, как не быть уже невольниками греху, бо той, кто помер, вызволился от греху. Конечно, померли Христом, то верим, что и жить будет с Ним. Ведаючи, что Христос, воскресший з мертвых, уже не помирает, смерть уже не має над Ним влади. Бо тое, что Он помер, дык помер раз и назавсёды для греху, а что живе, дык живе для Бога. Так и вы лечите себя мертвыми для греху, а живыми для Бога у Христе Иисусе.
Пан с вами. И с духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Матфея. Коли минула субота на світанні першого дня тижня, прийшла Марія Магдалена і другая Марія поглядеть могилу. І ось стався великий землетрус. Бо ангел Пана, який зійшов із неба, підійшов, відсунув камінь і сів на нього. Вигляд же його не був як маланка, і одіння його не було біле, як сніг. От страху перед ним задрожали вартовники и стали как мертвые. Ангел же, промовляючи до женщин, сказал: «Не бойтесь, поведаю, что вы шукаете Иисуса укрыжованного. Нема его тут, и он у вас крос, як сказал. Подойдите, поглядите на место, где вы покладены, да идите худшей, скажите учням ягоным, что он у вас крос из мертвых, и вот опережая вас у Галилеи. Там его убачите. Это я сказал вам». И худко дошел от могилы со страхом и великой радостью побегли поведомить учням ягодным. И вот Иисус, вышедший им на суд, рассказал: «Витайте». И они подошедшие обняли ноги ягоные и поклонились ему. Тогда же им Иисус: «Не бойтесь, идите, поведомите братам моим, как и шлю в Галилею, там меня убачите». Это слово Пана. Гэта сапраўды тая ноч. Гэта тая ноч, якая была прадказана ў шматлікіх момантах, і гэта тая ноч, якая сёння сталася зноў рэальнай. Отак як калісьці, калі Jesús Христос памёр і воскрес, так сёння Ён зноў памірае і воскресае. І гэта радасная навіна, што Христос, нягледзячы ні на што, воскресае. Сёння, сённяшні час, гэтыя словы, якія ўжо сёння могуць гучаць, які будуць уже заўтра, Христос воскрес, яны асабліва важныя для нас. Асабліва сёння яны вельмі важныя для нас. Таму што гэта не проста словы. Сёння, можа, калісьці гэта былі для нас проста словы, але сёння прамоўленае намі Христос воскрес з'яўляецца чымсьці большым. Дорогие браты и сестры, я думаю, что каждый из вас ведает, что наше житие христианское, и оно полягает не только на том, как все больше и больше наближаться до Христа, приходить до Него, становиться подобным до Его. Але так само мы маем, каждый из нас мает задание обвещать Его хвалу, обвещать Его избавление, обвещать Его добрую вину.
І сёння у гэты радасны дзень, бо гэта сапраўды радасны дзень, якога мы вельмі доўга чакалі. Мы павінны несці гэту радасць. Несці радасць таго, што Христос воскрес, што Ён сапраўды воскрес. Сённяшняе Евангелие – гэта адзін з апісанняў таго, што здарылася у той першы дзень. Апісанняў розных. Мы ведаем опіс вось гэты, ведаем опіс з Яна, дзе Марыя Магдаліна ідзе да гробу плакаць. Опіс жанчын, якіх ідуць на мас цела. Увогуле, увесь пачатак Воскресення, тыя тэксты, які мы будзем слухаць, яны назначаны такой дынамікай, што кожны раз, маючы нават доказы, жанчыны, вучні, до конца не вераць. До конца не вераць у тое, што Христос воскрес. Таму што тая рана, якая была зададзена перад гэтым, яшчэ за вялікая. Той момент, калі ты павінен быў перажываць смерць тваіх жаданняў, тваіх прагненняў, тваіх планаў, смерць кагосьці, хто вёў за сабой, хто паказваў табе шлях, хто паказваў табе канкрэтную мэту. Перажыванне гэтай смерці яно ставіць у тупік. У тупік, у якім няма ні святла, ні надзеі, з якога вельмі цяжка выйсці. Таму гэтая ноч яшчэ больш важная для нас. Таму што сёння загараецца вось гэты паскал. Свечка, сімвал. Сімвал, які мае ў сабе больш глыбокі сэнс. Бо гэтае святло, якое сёння расвятляла цемру касцёла, яно так сапраўды запаляецца, каб прасвятліць цемру нашых сэрцаў, нашага жыцця, нашай штодзённасці. Гэтае святло, святло пасхальнае, яно так сапраўды павінна гарэць унутры нас. І яго так сапраўды павінны несці іншым людзям. Калі яно будзе гарэць, гэтыя нашы словы «Христос воскрес», яны сапраўды будуць несці надзею. Дарагія браты і сёстры, Христос сапраўды воскрес. І гэта сапраўды тая ноч, ноч нашага збаўлення, ноч, якую мы так чакаем. І можа менавіта сёння, гэтая ноч, гэта ноч твайго збаўлення, ноч, якую ты так доўга чакаеш. Najmilejszy, co wolnymi molitwy покрываем нашу сестру, яка з радостной надеей іде до прийняття одраження. Нехай Бог і Отець Всемогутний береже її і допомагає їй своєю милосердністю.
Матерь Божия, молись за нас. святый Михаил, Молись за нас. святые ангелы Божия, Молитесь за нас. святый Амин Крестителю, Молись за нас. святый Юзефе, Молись за нас. святые Петра и Павле, Молитесь за нас. святый Андрею, Молись за нас. святый Яне, Молись за нас. святая Мария Магдалена, Молись за нас. святый Стефане, Молись за нас. святый Игнатиус Антиохий, Молись за нас. святый Лаврентию, Молись за нас. святая Перпетуя и Фелицита, Молись за нас. святая Агнешка, Молись за нас. святый Григорию, Молись за нас. святый Августине, Молись за нас. святый Ананасию, Молись за нас. святый Базилию, Молись за нас. святый Мартине, Молись за нас. святый Бенедикте, Молись за нас. святые Францишку и Доминику, Молись за нас. святый Францишку Ксаверию, Молись за нас. святый Анне Мария Вианелли, Молись за нас. святая Катерина Сиенская, Молись за нас. святая Тереза от Иисуса, Молись за нас. святая Алена, Молись за нас. все святые Божия, Молитесь за нас. будь за нас милостивы, от всякого злого, от всякого греху, от смерти вечной, раз Твое утеловление, раз Твою смертью воскресение, раз послание Духа Святого, мы грешные Тебе просим, Выслухай нас, Господи. как ветру выбранную отвратив прославку просто, Тебе просим. Выслухай нас, Господи. Иисус, Сыне Бога живого, Тебе просим. Выслухай нас, Господи. Христе, почуй нас. Христе, почуй нас. Христе, выслухай нас. Христе, выслухай нас.
всемогутный вечный Боже, з'яви Твою мощь в сакраменте Твоей любови. Спошли дух усыновления на Те, кто народжается в воде святого кресту, как старый новым створением. Нехай то, что мы слуги Твои виконуємо з покорою, дасть нам прям дякуючи Твоей моці, праз Христа Пана нашого. Боже, небожный моцы, Ты изъясняешь незвичайные речи про сакраментальные знаки. На протягу истории избавления Ты подрихтал воду, кабы створенную копьяна выявляла ласку святого кресту. На початку свету то духу сносився над водами, как уже тады вода отримала в образ отражения, бо тая самая стихия поклала конец закона и дала початок цнота. Боже, Ты учини, что сыны Авраама пройшли по сухим дне Червоного мора, как народ, вызволенный из неволи фараона, стал образом будучи супорности окрещенным. Боже, Твой Сын, окрещенный Яном Крестителем в водах Иордана, был домашний Духом Святым, а коли висел на крыже, з Его Богу пролилась кровь и вода, а связь Твоего с мертвых повстания, и Он наказал учням, идите и научайте все народы, крестячи их в имя Отца и Сына и Духа Святого. Узглянь на свой костел и пожадай, им открыть скриницу святого кресту. Нехай эта вода проз Духа Святого отримай ласку Твоего единородного Сына, как человек, який створений на Твое подобенство, и проз сакрамент кресту от бруда всяких грехов обмытых, одрадився з води і з Духа Святого, до нового життя дитяті Божого. Просим Тебе, Пане, нехай про Сина Твоего, на эту воду сойдем с Духа Святого. Как у всех, кто проскрос похованы разом с Христом у смерть, и так само повстали на нового життя дитяті Божого, як і з Тобою живей владарець в єдності Духа Святого, Бог прозуселя и вечная. Амен. Покольки сьогодні відбувається Святий Хрест, тепер відбудеться отречення зла і визнання віри, то, яке має прийняти Святий Хрест, а що з цих питань отказуватися будуть тільки кандидат і батьки хрестні.
Ці виражаєтеся сатану. І всіх справ Його. І всіх спокусов Його. Безкихростне, я ім'я кандидата. Алена, ты веришь в Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли? Ты веришь в Иисуса Христа, Сына Его Одиного, Пана нашего, народженого с Девы Марии, замученного и похованного, який у вас воскрес по веру и садись праворуч Отца? Ты веришь в Духа Святого, Святый Костел Католицкий, едность святых, отпущение грехов, у воскрешение тела и житие вечное? Алена, я тебе крещу во имя Отца и Сына и Духа Святого. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была с веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Алена, Белозерова. Алена, ты стала новым створением и опрынулась у Христа. Прими гэтае белое оденье и заховай его незабрудженным до суда нашего Пана Иисуса Христа, каб отрымать житье вечное. Крестные, подойдите, как передать светло новокрещенным. Ты стала святлом у Христе. Неспинно поводь себе, як дитя святла, как триваючи у віри. Ти змогла вийти насустрач Пану з усіми Його святими у небі. Аминь. Теперь будет уделенный сакрамент конфирмации. Дорогая новокрещенная, отродившийся у Христе и ставший частью Христа и Его святарского народа, именно принять пролитого на нас Духа Святого, якого Пан спаслав на апостолов у день Пятидесятницы, и якого яны и их наставники передают окрещенным. Ты так само примешь обетованную моц Духа Святого, как ей допомогает больше досконало преподобница до Христа, давать сведчение про Его муку и Его воскресение и становиться действенным членом Костела для будовництва Христового тела у веры и любови. Умилованные браты и сестры, просим Бога Отца Всемогутного ласкаво спаслать Духа Святого на гэтую новоокрещенную, как ён умацовал яе своими щедрыми дарами, а своим намощением учинил подобной до Христа Сына Божьего. Всемогутный Боже, Отец нашего Пана Иисуса Христа, Ты отродил гэтую слугу Твою водою и Духом Святым, вызволяючи яе от греху. Спаши на яе Пане Святого Духа Сутешителя, дай ей Духа мудрости и розума, Духа рады и мужности,
духа умелости и побожности. Наполни ее духом Твоей боязни, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Францишка, прими знак дара Духа Святого. Аминь. Супокой тобі. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, как освятил эту воду, якою мы будем окроплены на успомин нашего просто. Нехай Он нас милостиво обновить, как мы заставались верными Духу Святому, якого мы приняли у сакраменте просто. Пане наш Боже, да поможи ласкаво нам, Твоим верным, бо чуваючи у гэтую найсвятейшую ночь, мы узгадываем дивосную справу нашего створения и еще больше дивосную справу нашего откупления. Выслухай ласкаво наши молитвы и освяти эту воду. Ты створил ей, как давала уродливость нивам, как умацовывала и очищала наше тело. Ты так само учинил воду приладою Твоей милосердности, во праз яе, Ты вывел свой народ с неволи и натолил его смагу пустыни. У предсказаний пророков вода была знаком нового заповеда, який Ты пожадав заключить с человечеством. Нарешті праз воду, якою Христос освятил Иордане, Ты обновил у купели отражения нашу сапсованную натуру. Нехай же гэтая вода нагадывая нам принятых рост, как мы радовались разом с нашими братами и сестрами, окрещенными у гэтую наисвятейшую ночь, праз Христа, Пана нашего. Теперь запали наши свечи от поста. Дорогие браты и сестры, праз пасхальную таямницу мы в сакраменте кросту были похованы с Христом у смерти, а разом з Ним увайсти у новое життя. Тому скончивши 40-денный пост, обновим обяцання святого кросту, у яких мы колисти выраклися злого духа и его справа, и пообяцали служить Богу у святым католицким костеле. Тому я питаю у кожного з вас, чи ви ракаєтеся сатани? І усіх справах його? І усіх спокусів його? Чи вірите у Бога, Отця Всемогутного, Створителя неба і землі? Чи вірите в Ісуса Христа, Сина Його одиного, Пана нашего, народженого с Девы Марии, замученного и похованного,
який у вас воскрес померлых и сядись праворуч Отца. Те верите у Духа Святого, святый Костел католицкий, едность святых, отпущение грехов, у воскрешение тела и житье вечное. Всемогутный Бог, Отец Пана нашего Иисуса Христа, який одразил нас з води і Духа Святого і отпустил нам грехи, який своєю ласкою заховає нас на життя вічне у Єсусі Христе, Пана нашого. Гасим свечи. У святую ночь поеднание неба и земли в Иисусе Христе с радостью просим Бога нашего Отца. Молимся за святый Костел, как я нам пришел свету, у воскресения Христа и у свету Его перемоги над смертью. Тебе просим, молимся за пасторов Костела, как у тяжкие хвилины яны умацовывали своих верников особистым прикладом веры у Божью кровь. Тебе просим, молимся за тех, кто сеет ненависть в сердцах людей, как наши молитвы и обязанность содействовали их навертанию. Тебе просим, молимся за самотных и хворых людей, как ласка откупления умацевала их надею на перемогу. Тебе просим, молимся за людей, поеднанных с Богом про сакрамент покаяния, как за Евхаристию они черпали силы для отрывания удобных. Тебе просим, молимся за всех тех, кто отримав хрост сегодня, особливим чином за Олену, просячи для их даров Духа Святого на каждый день. Тебе просим, молимся за всех хворых, терпящих, молимся особливим чином так само за всех лекарів сегодня, просячи для кожного потрібних ласків, благословлення і підтримки з мертвих повсталого Христа. Тебе просим, молимся за нашу парафію, просячи для кожного потрібних ласк, даров Духа Святого і особливого умацування на шляху до Христа. Тебе просим, молимся за нашу Евхаристичну сповідь, щоб наше життя було подякою Богу за найсвятейший дар вкупления. Тебе просим, Боже наш добрый Отче, Твой Сын дозволил нам спознать Твою любовь до нас. Учини, как эта любовь переменила наше життя. Раз Христа, Пана нашего. Сноровка 64.
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу веру принял Бога и Отец всемогущий. На прославление и хвалу имя Своего, от Отца на радость нам и всему Христу Святому. Просим Тебя, прими молитвы и дары Твоего народа, и ученикам этой отвяра, яка вере початок у пасхальной таемницы, была для нас задатком вечного избавления, раз Христа Пана нашего. От с вами И с Духом Твоим. Гору сердце. Подякуем Пану Богу нашему. Соправды Богом это и справедливо, слушно и избавленно, как мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо в эту ночь больше рачесно обвещали Твою хвалу. Кай Христос была верованы, як наша Пасха. Боялся правдое ягнё, и Он взял грехи свет, и своей смертью перемог нашу смерть, вернувши нам життя про свое, з мертвых восстание. Тому, откупленное человечество во всем свете, радуется воскресению Христа, а повренил разум за всеми святыми, спевай старее гимн хвалы, неоспинно вскликающих. Святый, 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 Бог всемогущий, небо и земля, полные хвалы Твоей. Соправды Боже, Ты святый, и справедливо хвалить Тебе все Твое створение. Бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действуя мощью Духа Святого, Ты все оживляешь и освяжаешь, и неспренно збираешь народ свой, а под усходу солнца и до заходу, скода в имени Твоему чистую опять. Тому едности з усім костем, у найсвятейшую ночь, з мертвых повстания Пана нашего Иисуса Христа, раз Его покорно молим Тебе, Пане. Освяти мощью Духа Твоего в этой дары, які мы принесли Тебе на веру, ко встали святы, телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав зрісняться в эту денницю. Бо й он Твою нож, коли був видадений, узяв хлеб, и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобним чином по вечері узяв келих
і подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите и пейте из его все, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры. Пане, исповедающий избавшую муку Твоего Сына, от Отца Моего цудовное воскресение в небовшествие, и чакаючи Его другого Христя, с подякою складаем Тебе гэтую живую и святую офяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела, и прими его як офяру, якой Ты пожадал быть умилостивым. Дозволь, как мы, узмоцненное телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с избранниками Твоими, найперш Наисвятейшей Панной Богородицей Марии, со святым Иосифом и Авраамом, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святым Францишком и всеми святыми, про заступництво яких мы сподеемся на Твое неослабное допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поеднания принесет всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым умацовать веру и любовь и Костел Твой, який пилигримует на земли, со слугой Твоим Папом нашим Францишком, бискупом нашим Тадеушем, бискупом Юрием, бискупом Александром, с всеми бискупами, всем духовенством и всем народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьба у этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. Просим Тебе, умацуй у святых намеры Твоих слугов, якие сегодня раскупили отражение и дар Духа Святого, были доручены для Твоего народа, и учени, как яны жили новым житьем. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов и сестер, и всех, кто в ласке Твоей отошел с этого света, милостиво прими благодарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ним, заучули радоваться Твоей хвале, праз Христа, Пана нашего, праз Якого одобрюешь свет усялякими добротами. Раз Христа с Христом и у Христе, Тобі Божа Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усілякі вічния. Называемся детьми Божьими, и ими изъявляемся, кому осмеливаемся казать. Наш, который есть в небе, святится имя
пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего каждодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, избавь нас от всего злого, дай ласково упокой дни наши, да поможи нам в милосердности Твою, как мы были завсюди вольны от греху и захованы всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прися славцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Собакой покидаю вам, собакой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкав згодно Твоей воли дарить его с упокоем и едностью, яки живейшего даришь на веки вечные. Собакой Павла, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак собакою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на собі грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Его. Пане, я не вахтен, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа. Милосердие Божие, напомни нас Духом, Христос был оклирован нашей Пасхи. Там мы будем святковать
з краснотами, щирості і правди. Аллилуйя. Старовка 20. Молимся. Милосердный Боже, наполни нас Духом Твоей любовью, и у безконцей Твоей добрынимой ласку взят нас уси, как Ты возносил пасхальным сакраментом, раз Христа Пана нашего. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Очень понимаю, что воскрес это что не только то, что тут отбывается на алтаре, так само на наших тварах это написано. Я вижу, что
У гэтыя дні гэта павінна быць напісана на нашых тварах. Бо сапраўды мы святкуем у воскресенні Христа, і гэта найвялікшая радасць, якую можна сабе уявіць. Гэта радасць, якая напаўняе нашыя сэрцы. Для гэтага мы вартуем яйкі, для гэтага звычаем стравы, для гэтага таксама дзякую Богу за сённяшні дзень. Дарагія, канешне ж, на пачатку аб'яву кажу павіншаваць усіх вас, але ў першую чаргу Алену Францішку з сакраментам хросту сёння Христос, пасяліўшы ў тваім сэрцы, быў зрабіў ўсё для таго, каб ён пастаянна меў жыллё табе, каб пастаянна трымаў цябе за руку і вёў сваімі шляхамі. Дзякую проста за тое, што згадзіліся быць родственнымі, адказнымі, абавязак. Калі дзіця прымае проста, то невядома там, калі яно вырасце дальше, пачакаем. А калі чалавек дарослы, то гэта адказная справа. Таму дзякую вам. Дарагія, таксама некалькі аб'яваў. Першы аб'ява – гэта тое, што зараз пасля аб'яваў выйдзем на працэсію рэзуррэкцыйную для таго, каб прославлять Бога присутствуя на Святейшем Сакраменте, а будем один раз и почти костер наш, кляштер, наш комплекс, почти веруемся, заспевать урочистое Тедеум и так само отнимать благословение. Позднее черговая объява. Это то, что хочу подякувати. Сьогодні особливо чином всіх, хто причинився і допомог в організації і пригожуванні Пасхи нашей, хоть малолюдной, але все ж таки нашей, так как я кажу, у цудовной парафии. Не могу більше рассказать, потому что нас могут іншие бачити. Дякую великі, конечно ж, моим братам, брату Пустошу, Олегу, брату Максиму, и хочу сказать так само, что первый раз молился пасхальную vigilию в таким значении, что узначальный Духа Христа. Тому для его это такая своего рода провинция, и зробили это годно и достойно. Дякую великий брату Ярославу, брату Яну, його брат Ян зараз коментує всі події католицького костюма на телебаченні Беларусь-1, його там назвали вчора Беларусь-3 просто. Написано, что 3, але чомусь я хотів його там назвали Отец Ян, и 2, Отец Иван, тому Кривацька можна звертатися так само і так, як телебачення кажуть. Дякую великі не шматлікай литургічній службі, особливо, конечно, Віталію Чорнову, який постійно тут з нами вірно, кожен день допомагає. Дякую хору, органістці, віроніці. Хор наш зараз на удаленці, але, напевно, нас чує і там почтівує нас з нами. Репетировали довгий час, правди, на жаль, така зараз ситуація, що не могли з нами бути. Дякую великі катехетці нашій Тетяні, у якої протягуються черговий раз канікули. І так само, в першу чергу, дякую тобі за декорації, які пригожі, і за тямницю, і за декорування гробу пана. Це правди вельми пригоже. Дякую так само тим, хто допомагав купляти квітки, хто складував п'яни, робив гроші, так само малював, допомагав робити декорацію так само. Тому дякую великі всім, хто причинився. Брат Максим, ми онлайн. Дякую великі так само, хотів сказати, руху служенської зустрічі, які спеціально на Велику П'ятницю потрактували крижовий шлях, але можемо побачити на нашій групі Viber, на відео, хотіли провести цей крижовий шлях в нашій парафії, але так само обставини сьогоднішнього дня не дозволили, тому їм дякую так само, коли нас бачать, так само дякую ще раз. Дякую всім парафіянам за молитву, супольную молитву, за віншування, особливо четвер, наші ветерани, просто молодые слова, которые завжди
Мені особисто зрушують і думаю, що не тільки мені, але кожного з нас. Тому дякую, що ви ось разом з нами. Дякую всім парафіянам і гостям. Так само тим, хто долучається і долучався до молитви разом з нами під час відеотрансляції. Так само дякую тим, хто допомагав наладжувати відеотрансляцію і так само її анонсувати. Ось дякую ще раз усім. Дякую всім за керування, за święconku dla nas, dla kapuzynów. Будемо їсти цілу октаву. Напевно, походить за октаву. Я вже там поглядів трошки, з братами погляділи, вельми смачне. Тому дякую велике. Дякую ще раз усім за прибирання, і ще не каплиці, тому що треба було прибрати всім. Дякую за це, хто працював тут. Jeszcze taka objawa, że właśnie w rezolucyjnym procesie благословения można będzie śledzić sprawy, które ktoś jeszcze nie śledził, przyniósł. Tak samo jeszcze jedna objawa czerwona przy wychodzie, tam na stole kupania nie ma się, ale już tak samo takie, ja pytał się jak to nazywać, zaliczki Вероніка мне сказала, упрыгоживание для яйок крашеных, да, великодных. Одна з мамок наших парафіянок связалась специально, тому будете выходить, я думаю, что возьмите просто, как у вашем доме, так само, может, такой символ. Вы хороший человек, старавший и сделали это для нас. Дорогие, завтра святая Мша у 10 годин и у 18, так само с видеотрансляцией, как раз наш YouTube-канал. Вечером модерации, посвятившейся там уже не будет. У понеділок в алтарі Пасхи святая Мша у 19 годин так само буде. Звичайно, он знімав понеділок, але у цей понеділок буде, тому що другий день свято. І під час Щеготиня святая Мша, як звичайно, якраз у октаву у 19 годин. Наступна неділя буде святкувати раз тиждень, является неделей Божьей милосердности. И, дорогие, заканчиваючи, я еще раз хочу сказать дякую, але хочу так само пожелать вам, как той Христос, який дає нам надію. І эта подія, значит, является найбільшою центральною в всій історії збавлення. Зараз вона трошки озвучена теперішньої ситуації у світі, що чоловічество переживає з такого складаного часу. Але Христос воскрес. І нехай буде для нас такою причиною справжньої глибокої радості. Нехай наталяє наше серце надії, нехай зрішає страх, нехай радісний пасхальний час разом з Христом буде для нас часом у воскрешенні і так само осенсування великої Божої любові. Желаю всім вам глибокого почуття єдності з Богом і ближніми. І, звісно ж, як зараз можна казати, бережіть себе. Зараз співаємо пісню «Благословенні на святішого Сатана».
Христос воскрес! Справедливо воскрес! Подчас Пасхальної вігілії ми почули заклик: «Узрадуйтеся уже хоры аньелов в небе, узрадуйтеся Божие слуги, нехай звони обвещають збавлення, бо на користь великого володаря перемога. Веселись ты, земля, обравение узнесным бляском, бо освятил тебе промінь з предвечного володаря. Целый свет нехай отчує, что вызволився от всех. Узрадуйся, костеле наша Маті, оздоблений зянням іскристого світла, і нехай гучним співом наповниться гетере святих. Послухняний гетому залі, пойдем по урочистій процесії за воскреслим Христом, как визнать нашу віру в Його перемогу над смертю дьявола. У воскреслому Христу, присутному серед нас на святейших сократах, будем дякувати за то, что Он открыл нам небесное володарство. Сторонка 61. Спевайте берите с собой. Веселый день радостно стал, я Бога свет утешата. Сегодня Христос дом стал. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Thank you.
радуются, аллилуйя. Воскресению Твоему, Христе, аллилуйя. Молимся. Боже, Ты проспасаемую клятву Христа дал своему народу избавление, одари его щедро своими дарами, как он досягнул полноты свободы и отримав радость вечного життя, якую дозволяешь ему спознать на земле, раз Христа Пана нашего.